Удар от пациента. В Стерлитамаке минувшей ночью избили фельдшера скорой. Он по версии нападения в квартире, откуда поступил вызов. После инцидента фельдшеру самому потребовалась медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице. Наш корреспондент встретился с пострадавшим и узнал подробности. Минувшая рабочая смена для Владимира Кобзистова закончилась на больничной койке. Фельдшер скорой помощи теперь сам в роли пациента. Очередной ночной вызов не предвещал беды. Женщина позвонила в скорую и сообщила, что ее мужу плохо. Возле меня стояла его жена. Он передо мной лежал на полу. Он вскочил. Получилось так, что он меня ударил один раз. Кулаком или локтем я не понял. Он начал нецензурно выражаться и сказал, что хочу, дома, то я делаю. Через некоторое время с того же адреса вновь поступил вызов. Фельдшер рассказал, вернулся он туда уже в сопровождении полицейских. Прибывшие по вызову полицейские задержали нетрезвого мужчину. В отношении него составлен протокол о совершении административного правонарушения. Также по факту причинения телесных повреждений врачу скорой помощи будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Пациент поступил сегодня утром. В настоящее время, состояние пациента стабильное. Диагноз – тупая травма живота, ушиб передней брюшной стенки. И больной продолжает наблюдение, обследование. Мы проехали по указанному адресу, однако в квартире никого не оказалось. Соседи пояснили, жилье здесь снимает молодая семья, мама с дочкой. Они въехали в конце июня и никаких неудобств не создавали. Вот только мужчины в квартире они не замечали. Но как я знаю от старой хозяйки, которая... Она, женщина и ребенок, и все. Ну все, да, получается? То есть, а мужчина тут не видели, да? В Стерлитамаке в этом году это уже второе нападение на сотрудника скорой помощи. Весной медик на выезде получил черепно-мозговую травму. Ради Хабиров во время одного из совещаний в формате «Здравчас» затронул тему безопасности врачей. Руководитель региона поручил МВД вместе с Минздравом разработать регламент взаимодействия. Надо создать такую атмосферу с вашей стороны, что трогать врача это категорически надо создать, выжечь землю вокруг этих людей. Владимир Кобзистый признается, что впервые в своей практике сталкивается с агрессией со стороны больного. Но, несмотря на случившееся, намерен продолжить работу в скорой. Ведь пришел сюда 30 лет назад по зову сердца и верит, что его помощь еще может потребоваться многим людям. Эмиль Басареев, Ильнур Юмагулов, Газис Валитов, Ильнур Чурагов. Новости. Стерлитамак.